Доброе утро всем. А, Нет, у нас как-то вот все в одну сторону пересели. Ну да, это половина такие как бы... Я в аэропорту был, там туманище вообще, как будто 40 градусов. А в городе солнце светит, как бы удивительно. Давайте мы поднимемся на наши ноги, благословим собрание сегодняшнее, помолимся, прославим Господа. День сегодня особенный, не потому что первый день туман, но вообще особенный. Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя за милость Твою, за благодать к нам. Господи, спасибо Тебе, что есть возможность приходить сюда, что мы сегодня здесь, пришли сюда своими ногами. Живые, здоровые, несмотря на все вирусы, которые ходят. Господи, мы просим Тебя, благослови это собрание, как мы его благословляем. Уповаем на Тебя, отдаем все в Твои руки и просим, двигайся, как Ты хочешь, и делай, что Ты хочешь. Пусть вся слава да будет Тебе. И весь Божий народ сказал. Аминь. Давайте Господа прославим. Вся хвала Тебе, Господь. Вся хвала Тебе, Господь. Воспоем в единстве в духе одном. Вся хвала Тебе, Господь. Аллилуйя, аллилуйя, Тебе, Господь. Слава, аллилуйя, Тебе, Господь. Вся хвала Тебе, Господь. Аллилуйя, аллилуйя, Тебе, Господь. Слава, аллилуйя, Тебе,
хвала Тебе, Господь. Воспоем в единстве, в духе одном. Вся хвала, вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Аллилуйя, аллилуйя Тебе, Господь. Слава, аллилуйя Тебе, Господь. Вся хвала, 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 вся хвала Тебе, Господь. Вся хвала только Тебе, наш Бог. Аллилуйя. Стою я здесь, вся жизнь моя в тебе. Я знаю, рядом ты так нужен мне. Вся жизнь моя, желание одно, горит лишь для тебя. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. 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 Лишь один, только ты один. Все, чем я живу, все, чем я дышу. Еще один день, он только для тебя. В присутствии твоем хочу я быть всегда. Стою я здесь, вся жизнь моя в тебе. Я знаю, рядом ты так нужен мне. Вся жизнь моя, желание одно, горит лишь для тебя. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. 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 Лишь один, только ты один. Все, чем я живу, все, чем я дышу. Еще один день, он только для тебя. В присутствии твоем хочу я быть всегда. Еще один день, он только для тебя. В присутствии твоем хочу я быть всегда. Иисус, ты первая любовь. Иисус, ты первая любовь. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. 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 Хочу я быть на шаг ближе к тебе.
Аллилуйя, на шаг ближе в каждом дне. Ты видишь сердце, ты знаешь мысли, я тебе отдаю дни мои. Прощен и свободен, и верю всем сердцем, что лучшее еще впереди. Знаю я, ты со мною, поднимаешь, если падаю я. Всей душой я с тобою, твоя милость восхищает меня. И все вместе, все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя, лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Ты не оставишь, ты не покинешь, если мир мне объявит войну. Стрелы расплавишь, скалы раздвинешь, только руку к тебе протяну. Знаю я, ты со мною, поднимаешь, если падаю я. Всей душой я с тобою, твоя милость восхищает меня. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя, лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя, лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя, лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Еще раз вместе. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Аллилуйя! Каждый день только для тебя, наш Бог. Небеса поют тебе новую песнь. Бог мой, осана тебе. Вся земля поет тебе новую песнь.
слава тебе. Вся вселенная склонится перед тобой, Бог мой, осана тебе. Мое сердце склонится перед тобой, Бог мой. Нет подобного тебе, нет на небе и земле. Кто сравнится, Бог с тобой, ты достоин, Господь святой, нет подобного тебе, нет на небе и земле. Кто сравнится, Бог с тобой, ты достоин, Господь святой. Каждый день пою тебе новую песнь, Бог мой, осана тебе. Каждый день склоняюсь перед тобой, Бог мой. Нет подобного тебе, нет на небе и земле. Кто сравнится, Бог с тобой, ты достоин, Господь святой, нет подобного тебе, нет на небе и земле. Кто сравнится, Бог с тобой, ты достоин, Господь святой, нет подобного тебе, нет на небе и земле. Кто сравнится, Бог с тобой, ты достоин, Господь святой, нет подобного тебе, нет на небе и земле. Кто сравнится, Бог с тобой, ты достоин, 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 нет подобного тебе, нет на небе и земле. Кто сравнится, Бог с тобой, ты достоин, 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 нет подобного тебе, нет на небе и земле. Кто сравнится, Бог с тобой, ты достоин, Господь святой. Жизнь свою отдал на кресте за мой грех, кровь свою пролил на алтарь и спас всех. В небе навсегда записал мое имя. Ты для меня все. Ты для меня все, все, что мне надо. Знать тебя и быть с тобой рядом. Мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя.
свою отдал на кресте за мой грех, кровь свою пролил на алтарь и спас всех. В небе навсегда записал мое имя. Ты для меня все. Ты для меня все. Все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Иисус, мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Иисус, мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Жизнь свою отдал на кресте за мой грех, кровь свою пролил на алтарь и спас всех. В небе навсегда записал мое имя. Ты для меня все. Ты для меня все. Все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Иисус, мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Я в присутствии твоем руки поднимаю, ты в сердце моем. Каждый день тебя, мой Бог, благословляю, ты все во всем. Я в присутствии твоем руки поднимаю, ты в сердце моем. Каждый день тебя, мой Бог, благословляю, ты все во всем. Все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Мое сердце изменил навсегда. Скажи им эти слова от сердца. Тебя поет душа моя. Все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Иисус, мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Все, что мне знать тебя и быть с тобой рядом. Иисус, мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Все, что мне надо, знать
тебя и быть с тобой рядом. Мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Иисус, мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Господь, мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Слава Богу! Господи, мы приходим к Тебе с открытыми сердцами и приносим перед Тобой наши нужды, Господь. Прежде всего, Господи, мы просим Тебя за всякого болящего в нашей церкви. Так много людей болеет вирусными, гриппозными и непонятно еще чем, Господи. Мы просим Тебя за каждого человека, у кого есть какая-то немощь, какой-то недуг, какая-то болезнь, прямо сейчас, во имя Христа, Господи. Пусть будет полное исцеление. Провозглашаем божественное здоровье в каждое тело. Все, у кого сейчас есть температура, кто дома находится, Господи, прямо сейчас, во имя Иисуса, пусть будет облегчение, Господь. Всякий вирус да погибнет. Господи, укрепи каждый организм, иммунитет каждого человека, Господи. Господи, написано, что ранами Христа мы исцелились. Мы принимаем это для каждого человека и провозглашаем здоровье. Всякая болезнь, пойди вон, во имя Иисуса. Господь, мы просим Тебя также за каждую церковь, Господи, в нашем городе, в нашей республике. Господь, благослови. Благослови руководителей, пасторов, всех, кто делает что-то, Господь. Пусть каждая церковь, она войдет, каждая поместная община войдет в Твое призвание, будет исполнять то, что Ты им предназначил, Господи, во имя Иисуса. Пусть будет так, Господи. Мы просим Тебя также за наш союз, за Северо-Восточный и за весь союз РосКВЕ. Благослови наших епископов, Господи, нашего епископа Андрея Манжосова, Северо-Восточного союза, а также Сергея Васильевича Риховского в РосКВЕ. Господи, уповаем на Тебя во всем. Мы просим Тебя также за наше начальство, Господь, за светскую власть, за мэра нашего города, главу республики, Господь, за президента нашей страны, за правительство. Господь, пусть будет мудрость над ними. В это сложное время для страны. Господь, пусть они ведут, дай им мудрых советников, мудрых помощников, чтобы жизнь людей в нашем городе, и в республике, и в стране, она менялась к лучшему, несмотря ни на что. Господи, благослови их, чтобы они также противостояли злу. И те хорошие начинания, которые есть, та хорошая инициатива, она бы продолжалась. Во имя Иисуса. Пусть будет так. И весь Божий народ сказал. Аминь. Да будет так. Давайте ему аплодисменты дадим. Аллилуйя! Слава Богу! Ну и музыкантам тоже давайте поаплодируем. Молодцы! Прям круто-круто! Вы заметили, что у нас ударник прямо все лучше и лучше играет? Да? Ну, я, по крайней мере, заметил. Не садитесь. Вы знаете, у нас тоже добрая традиция, буквально пару минут. У нас так много людей, которые давно мы не видели.
подойдите минимум к 3 человекам, вот кого вы давно не видели или видите первый раз, скажите что-нибудь приятное, благословите этого человека. Хорошо? Давайте быстренько, можно уже начинать, не сидеть. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Давид, надо второй микрофон уже подумать и, может, монитор поставить? Мне можно монитор сделать, если это? Хорошо, и пока мы приветствуем, дети, подростки, пожалуйста, выходите вперед. Мы также за вас помолимся, благословим вас. У нас так много всего сегодня, поэтому... Поэтому можно быстрее. Хорошо, давайте мы за детей помолимся. Ну, оставьте их пока, сразу после этого сделаем. Господь, благослови каждого ребенка, как мы их сейчас благословляем, всяким Твоим благословением, Господи. Просим Тебя, чтобы прежде всего было физическое здоровье, Господи, крепкое. Пусть всякая болезнь обойдет их стороной. Даже если кто-то сейчас болеет, я провозглашаю просто быстрое восстановление. 2 раза чихнули и все. Все прошло во имя Иисуса. Пусть будет так. Господи, мы просим Тебя также за то, чтобы их жизнь она была наполнена чудесами и знамениями, Господи. Пусть с самого уже маленького возраста, Господь, они научатся слышать голос Твой, будут обращаться к Тебе. И, Господи, отвечай на их молитвы, Господь, наполняй их жизнь чудесами. Пусть будет так во имя Иисуса. И весь Божий народ сказал: аминь. Аминь. Дети, можно туда пройти, не уходить, потому что у нас сейчас, даже не знаю, как это назвать. Я просто слово передам. Вы присаживайтесь. У нас есть несколько вещей, которые мы сделаем перед тем, как сегодня прозвучит учение, слово. И я хочу передать слово Олегу Ивановичу. Знаете, бывает такое, что выйдешь и забыл, что сказать. У меня было один раз, я так приехал в город один и должен был проповедовать, и эту проповедь я проповедовал много раз, и вышел, и не знаю, стал как тормоз. Знаете почему? Знаете, потому что прославление настолько мощное, знаешь, ты настолько прилипаешь к Господу, и все это в совокупности делается. Забыл? Не будешь говорить? Я буду говорить.
все в совокупности, это Бог все делает. Какой звук, да? Звук вообще меняется. Когда поначалу здесь не было вот этого всего, то, что Божьи люди сделали это. И Бог, знаете, Он такой чудесный. Я хочу сказать одну такую неканоническую притчу рассказать. Один раз Бог, Он решил быть врачом. И Он спустился на землю и в кабинете сидит. И туда заходит человек, у него 2 ног нету, и вот туда. И Бог помолился там за него, и человек, ноги выросли, человек выходит, и люди там в очереди сидят, и они спрашивают, ну что, как врач-то там? А какой-то не такой, температуру не измерил, язык не показал ему. Знаете, мы так Бога не знаем. Иногда Бог столько в нашей жизни делает, да? Огромные вещи наделает в нашей жизни, исцеляет, освобождает. И мы настолько через много лет становимся неблагодарными. Мы должны быть все время Богу благодарны, все время смотреть на Него. И сегодня такое мощное просто, действительно, все команды, и Настя, Олег, все инструменты, и наша благословенная сестра также чудесно просто на якутском, это такая сила. Ну ладно, тогда я перехожу к нашему тому событию, что мы будем делать вот эти дни, эти 4 воскресенья будем делать. Это он называется Адвент, переводится с латинского Адвентус, переводится, и оно переводится как пришествие. И мы это делаем уже на протяжении, вот мы семьей на протяжении многих лет, мы семье это делаем. Прежде всего. Но это не просто такая традиция, знаете, это хорошая традиция, когда она привязана к Богу. Когда мы это делаем от всего сердца, когда мы пришествие, это мы подготавливаем свое сердце к Рождеству. Знаете, вот в этом мире вы видите, и это поется все песня праздник к нам приходит, и все так красиво, и в Европе, везде, в больших городах, настолько красота это, но нету смысла. Люди не понимают, почему этот праздник, почему такие красивые вот эти украшения, дома, почему это продается все, откуда это все пришло. Люди, они не знают этого, знаете. И поэтому мы, это добрая, хорошая традиция, прежде всего это делать в своем сердце, с Богом, чтобы эта символика, она в действительности была, не только символика осталась, но она была живой в нашем сердце, в нашем разуме. И у нас эти 4 свечи, и 4 свечи, они, знаете, это Адвентус, оно пришло, между прочим, не от католиков, как многие говорят, это от католиков, это от лютеранского богослова Иоганн Хирер такой был, можете посмотреть в интернете, и он был богословом и лютеранским пастором, и он собрал всех сирот, детей собрал, и, знаете, он увидел, и он стал рассказывать про этот адвент, про Иисуса Христа, принес смысл, и также он в этом смысле, он их сделал огромное колесо, взял, и в этом колесе он все 24 окошечка сделал, свечки там, и эту красоту, и он им рассказывал. Он им рассказывал о Христе, о Его пришествии, и чтобы мы были готовы к этому. И мы дома также делаем это, мы семьей делаем это дома. Знаете, и дети, они всегда ждут. Вот мы последний года 2, наверное, не делали, когда вот началась пандемия, но мы сейчас хотим возобновить и делать это от всего сердца, передавать это детям, рассказывать. Не просто, что они будут получать подарки, а для чего это. И первая свеча, сегодня ее зажгут, и каждое воскресенье будут зажигать и говорить об этом, напоминание вам, что это есть первая свеча, это свеча, пророческая свеча. Эта пророческая свеча говорит о том, уже 1500 лет тому назад весь Ветхий Завет, он говорил, что Иисус придет, Мессия придет, и евреи, они его ждали, но они его так и не дождались, но они его ждут. Они думают, что он придет, хотя он придет уже 2-й раз, хотя они говорят, он еще не приходил, но он уже приходил, и он придет 2-й раз. Первая пророческая свеча. Вторая свеча, которую мы будем зажигать, это в течение недели до самого Рождества. Вторая свеча, это Вифлеемская свеча, называется, где Иисус родился, да? Вот. И третья свеча, это свеча пастухов. Это говорит о том, что
мы должны идти в этот мир. Это благовестие, потому что пастухи пошли, и они благовествовали, говорили об этом. И 4-я свеча – это ангельская свеча. Это к тому, что мы должны подготовиться. Потому что почему мы зажигаем все больше и больше свечей? Потому что свет, он должен прийти в этот мир. И он должен осветить наш разум, наше сердце. И он, освещая каждым днем, каждая свеча, это говорит света все больше и больше к его пришествию. И мы должны подготовиться к этому, к его пришествию. Мы должны подготавливаться это все время, но эти дни, они особенные дни. Подготовка нашего сердца, нашего разума. Мы должны думать, размышлять. Вот. Потому что, когда 2-я свеча, это будет, вот, мы должны будем простить. Вот мы с детьми все время разговариваем, мы должны простить. Обязательно кого-то, что-то в церкви, братьев, там, соседей даже, может быть, не так сказал, людям каким-то. Чтобы мы должны подготавливаться к этому. Серьезно, чтобы света было больше и больше в нашем сердце, в нашем разуме. Чтобы Дух Святой, Он очищал и освещал нас через это. И мы будем сегодня зажигать 1-ю свечу. И я тогда вот передам слово своей жене Татьяне. Вот, и она немного тоже скажет. Об этом можно говорить очень много, но... Доброе утро, церковь. Ну, он уже все сказал, да, что 1-я свеча – это пророческая свеча или свеча надежды, потому что мы, сейчас я ее зажгу, должны были быть все дети вместе со мной, потому что это семейный праздник, но детки у нас приболели. Ой, господи. Сейчас, одну секундочку. Новые свечи. Это нам всем знамение, что в Ветхом Завете было очень много мест Писания, да, где еще за 1000 лет пророки, они говорили, вот одно из мест Писания, Исайя 7:14, что дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. Вот. Поэтому нам нужно готовить свои сердца к пришествию и понимать, что родится Иисус, и мы должны быть готовы. Дети могут спускаться вниз на детское служение. Вас ждут, зовут. А у нас еще именинники, да, сегодня? Приветствую, драгоценные. Как вы знаете, 1 воскресенье мы всегда поздравляем именинников. И я приглашаю, кто родился в ноябре. Кто родился в ноябре, выходите сюда. И пастор наш дорогой благословит нас. Давайте все похлопаем нашим именинникам. Слава Богу, потому что Господь дал вам жизнь. Он хранил, хранит и будет хранить каждого и благословлять. Вся слава Ему. Давайте благословим именинников наших. Господи, благодарим Тебя за наших сестер во Христе, а также за всех людей в нашей церкви, может быть, кого-то нет, они также, у них день рождения в ноябре, было в этом месяце. Господи, мы просим Тебя, благослови каждого, как мы их сейчас благословляем. Господи, провозглашаем, чтобы воля Твоя, она была в их жизни. Господи, пусть вся жизнь будет наполнена радостью, несмотря ни на какие обстоятельства, Господи. Чтобы то слово, когда Господь говорил, вернее, апостол говорил, что радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь, пусть это будет реальностью в их жизни, Господи. Пусть будет так. Аминь. Да, слава Богу. И вы знаете, у нас сегодня не совсем стандартное собрание. Вот, и вообще начало у нас должна была открывать Марина Федорова, но вот температура 39 не смогла, да. Хотели настоять, попросить, чтобы все равно пришла. Но слава Богу за мужей. Кто-нибудь скажет аминь? Есть муж, который, я не побоюсь этого слова, ничем не хуже. Заменит. Давайте мы Семена поприветствуем, он начнет.
Доброе утро, церковь, доброе утро, братья и сестры. С чего начать? Я не готовился, должна была Марина выступать, приболела, попросили меня, я, конечно, согласился, немного волнуюсь, для меня это вообще в первый раз перед церковью выступать, что-то говорить. Но я недолго, я быстро, вкратце расскажу. Сегодня перед вами выступит удивительная женщина, иностранка, филиппинка, ее зовут Солидат. Она в нашей семье живет уже 9 лет. Она для нас близкий, родной человек. Но, к сожалению, ее такое путешествие в России, в Якутске заканчивается. Она через неделю улетает к себе на родину, к своей семье, к своим детям, внукам. Вот. И у нее есть очень интересная, чудесная история про то, как она вообще сюда попала, в Россию, и тем более в Якутск, в нашу семью. Вот, я вкратце расскажу, как это вообще начиналось. Это был 2014 год. Марина была беременна 4-м ребенком. И у нас за это время, ну, у нас много же детей, были разные няни постоянно. Были разные няни, приходящие утром, уходящие вечером. Но когда мы понимали, что когда родится 4-й ребенок, мы часто ездим в командировки по работе, с детьми по спорту летали. Мы понимали, что нам нужна няня, которая бы жила в нашем доме, в нашей семье. И это же сложно найти здесь, в Якутске, такого человека, да, у каждого есть своя семья. Как бы. И вот нам посоветовали найти филиппинку. Тогда это было вот только-только модно, их привезли в город Якутск, по-моему, человек в 2014 году. Да, и вот мы начали подумывать об этом. Уже родился сын. Это тоже интересная история. У нас 5 детей. У всех детей очень классические имена. Александр, Максим, Анастасия, София и Кристиан. Мы тогда сами не понимали, как вообще это произошло, и почему Кристиан, и что это вообще за имя. Вот. И потом, ему было месяца 4, мы тогда вот взяли филиппинку, вот Солидат. Когда мы выбирали, кого брать, мы смотрели, конечно, образование, возраст, опыт, стаж. У нее был опыт до приезда к нам, 23 года она жила в семье в Гонконге. Тоже вот так же с детьми. Вот. И когда мы смотрели образование, там было у нее много образований, музыкальное, еще какое-то. Ну, там же все по-английски в резюме. И там было вот теологическое. Мы тогда вообще не понимали, что это. Самое главное, еще какое-то образование. Ну, круто, супер. Это же здорово, чем больше, тем лучше. Да, все, мы вас берем. Да, вот мы попросили, нам ее привезли, оставили. По мере того, как она жила с нами, мы наблюдали и понимали, ну, мы видели у нее Библию, большая такая Библия. Знаете, она такая потертая, как будто ей лет 50 Библии. Вся такая в закладках, подписано, там расписано что-то. Ну, верующие, да, понятно. Какой веры нам это непонятно было тогда. Мы тогда были вот православными верующими. Вот. И потом наступил уже 16-й год. У нас были такие не очень приятные моменты жизни, скажем так. У нас был такой некий, знаете, развод небольшой. Мы жили раздельно, были частые ссоры, скандалы. Мы даже разошлись. И в какой-то момент Марине стало очень плохо. Она полетела в Корею на обследование. Там ей поставили очень страшный, ужасный диагноз. Я все бросил, полетел к ней. И она там сдала пункцию мозга, по-моему, называется, если правильно. И мы ждали результата анализа. И там была девочка, гид, переводчик в клинике. Она русскоязычная. Сама кореянка, но жила в Узбекистане. И она предложила нам пойти в церковь. Она говорит, есть русскоязычная церковь, давайте пойдем там. Мы такие, о, да, давайте пойдем, свечку поставим, круто, здорово, да. Но когда нас привели, что-то похожее здание, мы вообще тогда в религиях не разбирались, кроме православия ничего не знали. Привели в такое здание, ни икон, ни свечей, ничего, все на русском, все такие добрые, приятные, классные люди. И когда началось прославление, нас накрыло прям там, на прославлении, потом проповедь, потом пастор нас пригласил на сцену, мы рассказали свою историю, вся церковь молилась, потом было долгое общение, многочасовое с пастором наедине, и мы там покаялись, уверовали.
нам нашли церковь в городе Якутске возле нашего дома, это оказалось здесь. Вот, когда мы приехали, вернулись с Кореи, рассказали эту историю своей няне, она сказала: круто, ура, я молилась. И мы узнаем, что, оказывается, она, мало того, что она из этой же веры, так она еще и пастор. А мы ей говорим: да ладно, как, в нашем доме пастора, мы не знаем, почему ты нам ничего не рассказывал никогда? Она говорит: я молилась, Господь вот привел. Да, когда она пришла сюда с нами в первый раз, она сказала: да, это моя церковь, я тоже с этой церкви. Вот, круто, здорово. Потом мы узнаем от нее, что имя Кристиан это не просто так, оказывается, это христианин, не крестьянин, который пашет там в поле, да, а христианин, который, вот, это здорово, это круто. Вот, и что еще я должен был рассказать? Да, кстати, после того, как мы уверовали в Корее и покаялись, через 2 дня мы дождались результатов анализов, ничего не было. Болезнь исчезла, и мы спокойно вернулись домой, и самочувствие улучшилось, и с тех времен больше не повторялось. Да, вот. Что еще? Ну, вроде вкратце рассказал, предисловие такое, да, и сейчас я хочу пригласить Солидат сюда на сцену, и пастор Алексея, он будет переводить. Так что я хочу, чтобы вы внимательно послушали. Это очень чудесная история про то, как она вообще сюда попала. Да, пока Солидат поднимается, очень красивая брошка, такая звездочка на полу нашел. После собрания можно будет подойти. Да, хорошо, в общем, вы знаете. Я вам скажу, что я слышал Маринину версию событий, и скажу вам, что все-таки женщины, они больше драматизма, больше чувственности. Как бы Семен очень скупо рассказал, слезу не выжимал, так скажем. Нет, тоже хорошо. Вот, и если кто, может быть, Марина потом как-нибудь поделится, на самом деле, очень такая история трогательная. Вот, и давайте мы еще раз Солидат поприветствуем. Здравствуйте. Hello. Good morning to each and everyone. Доброе утро всем. What an amazing story. Какая удивительная история. I feel nervous. Because this is my first time that I speak to people doesn't know how to cannot understand English. Я немножко нервничаю, потому что это первый раз, когда я проповедую людям, которые по-английски не понимают. Okay. But just because of that story, Но вот из этой истории, the life story, then I want to share with you жизненная история, я хочу поделиться с вами about the purpose of life or life purpose. вообще целей в жизни. Okay. What is the purpose of life? В чем цель жизни? I could say one of the purpose is a journey Я могу сказать, что одна из целей в жизни – это путешествие. and a process. И это We процесс. must chart our course wisely. И мы должны выбирать курс нашей жизни мудро. And this journey is not easy. И вот это путешествие жизненное, оно нелегкое, непростое. Simply because Просто потому что we are not lie down in the bed of roses. And this journey is not like we are walking to the nice road or in a beautiful road, but
we are walking through the rough and rocky road. Потому что тот мир, который окружает нас, это не, знаете, такой мир, который усеян цветами, освещен лампочками, и дорога, она непростая. Но есть камни, есть препятствия, есть трудности. Sometimes, because of this rough and rocky road, we can encounter a lot of, it might be some perils into our life. И из-за того, что вот эта дорога, она такая каменистая, и куча It might, опасностей поджидает, может быть, возникает много проблем. it might be some problems, difficulties. Трудности, проблемы. It might be a problem of physical, Может быть, Физ- физическое что-то со здоровьем. family, Может быть, в семье. broken relationship, Может быть, отношения разорванные. or love life, Или в личной жизни что-то, в любовной. business, По бизнесу может быть что-то. and even broken family. И даже, когда семьи, они разрушаются, разделяются. But as a children of God, Но как дети Божии, I can tell you я могу сказать вам, that we have an assurance у нас есть уверенность, that how difficulties we are walking, how problem that we have, whatever that kind of difficulties, несмотря на те проблемы, которые есть, вот в те времена, когда трудности, они возникают, but because we are the child of God, we have an assurance to call for help. но у нас есть уверенность в том, что мы можем просить о помощи. We can quote all the promises of God, His word, and He said, if we are encountering for those kind of difficulties, whatever, what kind of relationship is that broken relationship, but if we call unto the Lord, there И is в какой бы nothing проблеме мы ни находились, impossible. что бы ни происходило, если у нас будут какие-то разорванные отношения, посреди какой бы проблемы мы ни находились, но Библия, она говорит, что если мы призовем имя Господне, Because His promises, we have an assurance that we quote His promises that we can do all things through Christ who strengthens us. все могу в укрепляющем меня Христе Иисусе, как написано в Библии. My friends, brothers and sisters, Друзья, братья и сестры во Христе, I would like to connect to the title of this message this morning. An amazing journey. проповедь, которой я хотел бы поделиться с вами, называется «Удивительное путешествие». And turn with me in the book of Romans И давайте вместе откроем 8:28. послание к римлянам, 8 главу, 28 стих. And we know that all things God's work for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. And I would like to have a short prayer. Я бы хотел коротко помолиться. Lord Jesus, Отец Иисус, Господи Иисус, I leave unto you я оставляю Тебе this message this morning. вот это послание сегодня утром, This word, your word Твое Слово, has been shared. которым я хочу поделиться. I pray that you may bless your word today. Я прошу Тебя о Твоем You hide благословении, me in your wings, oh God, чтобы Ты нес меня на своих крыльях, as I Господь, share your word. когда я делюсь Твоим Словом. And let your word speak to your people, И пусть Слово Твое, оно звучит для Твоего and your народа, people might be blessed. и чтобы народ Твой, он был благословлен. Let the Holy Spirit give us understanding, oh God, И пусть Дух Святой, Он даст нам сверхъестественное разумение. and every single word that I say, И каждое слово, которое я буду говорить,
Let it be, Holy Spirit, that you give an understanding to your people. Чтобы Дух Святой разъясняй и дай понимание твоему народу, That your people might be blessed. чтобы народ твой мог быть They will благословлен. not go out unto this building, И когда они выйдут из этого здания, that you will not bless them, O God. не будет такого, чтобы What's an amazing journey. какое удивительное путешествие. Let me share with you my personal life journey before and after coming to Russia. И я бы хотела коротко поделиться своим жизненным путешествием до того, как я приехала в Россию. It is begin with the dreams. И началось все с видений, с мечты. In Acts 2:17, И в Деяниях 2:17 in the last days, God says, написано следующее. «И будет в последние дни, говорит Бог, I will pour out my spirit on all people. и залью от Духа Моего на всякую плоть, Your son and daughter will prophesy. и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, Your young men will see vision, и юноши ваши будут видеть видения, and your men, old men will dream dreams. и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». I can say that all is begin with a dream. И я хочу сказать, что все началось с Dream видения. plan. С видения, которое потом воплотилось в план. Before God called me into the ministry, И прежде чем Бог, Он призвал меня в служение, God talked to me into a dream. Бог говорил со мной во сне. There's a lot of dreams. There's a lot of dream. Every night there was a dream. И так много снов было, и каждую ночь я видела сновидения. And sometimes that I want to share with you my dream. И я вот хочу поделиться одним сном с вами. When I was that was a park. Дело происходило в парке. And then that park, there's a lot of the field is so wide and it's a grapes, plentiful of grapes. All is green and yellow. И в парке было огромное поле. И в поле был высажен виноградник. И виноградины, они были зеленые и желтые. And I can say, what is this? И я спрашивал: Господи, что это? And then God, and then in that dream, И в этом сне and then that dream I say in the book of Isaiah, and it said that the harvest is plentiful, but the workers are few. и пришло слово из книги пророка Исаии, что жатва уже побелела, жатвы много, но делателей мало. And then I prayed to God, И я молилась Богу: show me, O Lord, what is your way. Господи, покажи мне Твой путь. And then again, and then later on, another day or another night, there's another dream. И чуть позже, в другой день, в другую ночь у меня был еще один сон. It was a big room, a huge room. Большая комната, большой зал. But it's only 5 of us are there in the room. И только всего лишь 5 человек находится в зале. One of my co-leaders are there. И одни из моих лидеров, соработников. And suddenly there is a light. The light is turned on. И неожиданно включается свет. And there is a very big. It seems come from the up. A big hand. И большая рука сверху как бы спускается. Something like that. And we are like a small chicken. И мы как маленькие цыплята. And that because 5 of us are there, and then that hand, the four put there in the other side and at the one side. И рука, она разделяет нас, вот этих вот
маленьких там большая, 4 в одну сторону двигает и 1 в другую сторону. Again, I prayed to the Lord, И я снова молюсь Господу и спрашиваю, what do you want, O God? что это значит, Боже? Only simply Просто. serve me. Serve me. И третий сон. And then another dream. It was a very big mountain, И в следующем сне я вижу большая гора, and that mountain, there's no light on there. There's no sun, but there is no sun, but it's so bright. и эта гора, она не освещается светом, на нее не попадает солнечный свет, но она вся яркая, And она it сама is- сияет. It is not easy for people to go up in that mountain. И людям нелегко подняться наверх, да, на вершину этой горы. And after that, I don't know how I can go there at the top. И сначала я не знаю, как мне подняться наверх. And when I was there at the top, I saw a white baby. И то есть я вижу путь, я поднимаюсь наверх, и там я вижу ребенка, Crawling at the top of that mountain. который ползает там наверху, And I prayed, who's this baby? Why this baby is in here? белокожий. И я спрашиваю, кто этот ребенок? Что это? And then again, I don't know what is the meaning, but it make me feel something that I ask God for what are those dreams that has given. И опять у меня нет понимания, что это означает, что вообще происходит. И я спрашиваю Бога, что все это значит. Everything is I commit unto the Lord И я просто все это отдаю, доверяю Богу in prayer. и молюсь. Because in Proverbs 16 verse 3 said, Потому что в притчах 3 глава 16 стих говорится следующее. commit to the Lord whatever you do, and your plan will succeed. Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. And then here is I need to wait for the leading of the Lord. И то есть я нахожусь в такой ситуации, когда мне нужно направление в моей жизни, чтобы Господь меня вел, Leading, guidance. направлял меня. We are in the very big church, И мы находимся, это очень большая церковь and in Hong Kong. в Гонконге, то есть, чтобы вы понимали, то есть событие это происходит, находит церковь, очень большая церковь, многолюдная. In that big church, so of course there's many people, and we keep on studying, training every time. И у нас проходит обучение молитвенное постоянно. We are not wasting our time И мы while не we are there. тратим время впустую, когда мы там. То есть мы изучаем Слово, молимся. We are work from Monday to Saturday, И с понедельника по субботу мы работаем. and during Sunday we are not wasting our time from morning to night and study, praying and fasting, everything that we can do. И to the насыщенная Lord. жизнь в воскресенье. С самого утра, то есть мы находимся в изучении Слова, в молитве, в посте. То есть время впустую не тратим. Because according to Joshua 1:8, Знаете, как написано в книге Иисуса Навина, 1 глава, do not depart from your mouth this book of the law. 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, Meditate on it day and night, но поучайся в ней день и ночь, and you will be careful to do everything written in it, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. and you will be prosperous and successful. Тогда ты будешь успешен в путях твоих So и будешь поступать благоразумно». we keep on studying, training И мы продолжаем изучать Слово, молимся, into the Bible school, и мы находимся в библейской школе. and every time that we are
everything that we can do is we keep on doing for the God's ministry. И все, что мы можем для служения в церкви, да, что-то мы делаем, мы участвуем, мы принимаем участие. But I remember during when I was we are in the Bible school. И я помню такое время, когда мы были в библейской школе, We have in there we have a training for the church planting. и у нас был, знаете, такой специальный курс по насаждению церквей. So Как открывать новые церкви. we did not miss after the graduation. И до самого выпуска из библейской школы What we did, because many of us has been graduate on that. и у нас была большая группа, которая заканчивала. Вот подходил день выпускной, So each one has a plan. и у каждого был план какой-то, What we are going to do. что мы будем делать дальше после библейки. So my group, I am the leader of the group. Then I told them that И я была лидером группы, и я разговаривала с ними и говорила им, we need to go to prayer walk. и нам нужно молиться. We write many places and then we pray for that place. И мы записали несколько мест, где нужны новые церкви, и мы начали молиться. And then we are waiting for God's leading. И мы ждали, куда Господь поведет, что Он нам скажет. And she brought us into the new territories. И Он привел нас в новые территории. Это, если Гонконг. кто знаком с Гонконгом, вообще с географией, то есть есть основная часть, это Гонконг непосредственно, это остров, который. Но через залив, вот как бы это тоже территория Гонконга считается, она называется новые территории. Там полуостров Колун. Ну, And we остров сам это бизнес-центр, все дорого-богато. Новые территории это ближе к Китаю, так скажем. То есть Колун, он как бы попроще. То есть Бог показал им вот именно новые территории. and we have maybe 3 months prayer and fasting, И 3 месяца мы молились и постились, walking, prayer walking. и ходили в молитве. And after that, I think, and after the prayer walk, it might be I did not see any sign. И по прошествии всего этого времени, после всех этих молитв, я не увидел никакого знамения. Until one day, Но потом в один день my friend has called me. подруга мне позвонила, Then is living there in that place. или друг, или подруга, She. она как раз вела группу там, вот в новых территориях. And she said that, Pastora, come here. We are going to open. Open a Bible study here in this place. И она говорит, что приезжай сюда к нам, на полуостров Колун. Мы открываем здесь, не библейскую школу, а изучение Библии, группу. And then again I said, oh, this is the answers of our prayer. Я сказал, да, это ответ на наши молитвы. Then I say, okay, yes, I will come. И я говорю, да, конечно, я приеду. And we start in the park. И мы начали вообще изучение в парке. We have because in Hong Kong it's free for us to evangelize outside the park. И в Гонконге, на тот момент, по крайней мере, евангелизировать вообще можно спокойно и свободно. Можно ходить по парку, делиться свидетельством. We did that for 3 months. И мы втроем занимались евангелизацией, просто ходили по парку в течение 3 месяцев. Until maybe we raised 11 people. И где-то, может быть, нас люди как бы пришли, покаялись, нас стало 11 человек где-то. And we stay in the park for a fellowship. И мы собирались в парке для общения. And then
again, God told me that and then He said unto His word that I'm worthy. How could you put me into the park? И потом мне пришло такое слово, что Бог говорит, я достоин большего. Чего вы в парке собираетесь? And I said, I don't have any money. Я сказал, Господи, у меня денег нет. And because this is into our own, not the big church did not support us. И вот та большая церковь, в которой мы были, она не выделяла вот на это деньги, то есть вот наша миссия, она никак не финансировалась. То есть это было, ну, по нашей собственной воле, вот мы делали, то есть у нас не было никакого финансирования. They said we can only support you through prayer. И они говорили, что мы можем вас поддерживать только в молитве. So I said, what will I do? И я говорил, ну, что мне делать? But at the same time, I will in one of my member И в то же самое время один из членов нашей группы, has been terminated from Hong Kong. ему закрыли, в общем, визу, бумаги, то есть ну, нужно было уезжать из And Гонконга. And she said, what will I do? И она говорит, что мне делать? I say to her, you go to Macau. Езжай в Макао. Макао это, ну, это рядом, ну, не так далеко от Гонконга. То есть Гонконг это бывшая британская территория, если кто не знает, бывшая британская колония, которая перешла к Китаю не так давно, да, 100 лет они были под британцами. Макао там на паромчике рядом, но это бывшая португальская колония, там в основном казино, и туда приезжают богатые китайцы играть. What will I do in Macau? Она говорит, и что я в Макао буду делать? I said, we open a church. Она говорит, мы там церковь откроем. I don't know anyone there. Me too. I don't know anyone. Я никого там не знаю. And then she went to Macau. И она поехала в Макао. And then when she's there, because she said, after go to Macau, then come back to Hong Kong. И она говорит, ну, то есть ты выйдешь, побудешь какое-то время, и потом обратно въедешь в Гонконг. But when she came back to Hong Kong, the immigration cannot let her come. И она, то есть, ну, думала вот такой виза-ран сделать, да, то есть туда уехать, побыть какое-то время, обратно въехать, по новой оформить визу, и ее на иммиграционный So she went back to Macau and stay at the офицер ferry. тормозит и не пускает. В общем, ее не пустили обратно в Гонконг, и она была вынуждена уехать в Макао и там оставаться. And I call somebody, friends, and who knows if someone is in Macau. И я давай друзей всех обзванивать, ну, искать каких-то знакомых, чтобы хоть кто-то, ну, если кто-то, кто кого знает в Макао. And someone helped, and they asked her to stay with her. И нашли мы людей, которые пригласили ее, то есть она смогла у них остановиться. And that is the first time, and then after that, after few months, И по прошествии там нескольких месяцев we start a church in Macau. мы начали церковь в Макао. And I went there maybe not every Sunday, maybe 2 times a month И я где-то приезжала туда, ну, дважды в месяц, через неделю, to ездила. teach, nurture, and help them. Для того, чтобы учить, питать их, помогать им. And by God's help, up to now, the church is there in Macau. И слава Богу, церковь до сих пор существует, процветает, находится там, в Макао. And then back in Hong Kong, Но в Гонконге what I did, because I don't have money to pay for the building, так как у меня не было денег, чтобы взять в аренду какое-то помещение, здание, если кто не знает, Гонконг это дорого. I write solicit to my friend, some of my friend abroad. Просто недвижимость, она очень дорогая, маленькая территория, там везде небоскребы, все, даже гостиничные номера, они очень маленькие. И я начал писать всем своим друзьям и просить о финансовой помощи. And every single money that we have in offering, И любая маленькая сумма, которая приходила в пожертвованиях, we save all that and get a building to rent. мы все откладывали для того, чтобы потом снять какое-то здание или помещение в аренду.
and we begin a church in a new territory. И мы начали церковь на вот, новых территориях, на полуострове Колун. And up now, the church is there. И до сегодняшнего дня церковь там процветает, существует. And after 2 years, И прошло 2 года. some of my members А, applied to other countries. И некоторые люди из моей церкви, они поехали в другие страны, разъехались. And then I began to apply too. И я тоже начала искать, куда поехать дальше. Because they said some of my friends come to Russia, И my members. кое-кто из моей церкви, членов моей церкви, они были в России, переехали в Россию. It might be 7 of them. One of my leader is in Moscow. И где-то 7 человек это было, и один из лидеров как бы в церкви вот нашей, они вот переехали в Москву. I applied Canada, Я подавала application, UK, заявление, да, Spain, в Канаду, в Соединенное Королевство, в Испанию. and lastly, Russia. И самое последнее была Россия. I've been training for all this just to apply. I trained to go to UK, go to Spain and Canada. Я молилась, Господи, дай мне вот поехать там вот в Великобританию, в Испанию, в Канаду. But Russia, no. Ну, как бы, понятно, да, без перевода. But I don't know. Suddenly, when I applied, they said that, oh, your visa is here. Oh no! And then I said, okay, I will come to Russia. И неожиданно вообще, то есть я написала, как бы, ну, вот, везде подала заявление, да, и из России пришло первое, и там это, все, ваша виза готова. И я такая, ну хорошо, я поеду в Россию. In short, I was flight to Moscow. Ну, в общем, чтобы покороче это дело рассказать, то есть я поехала в Москву, то есть рассчитывал на Москву. When I was in Moscow, И когда я приехала в Москву, the agent brought me into her house. и мы подавали, то есть, ну, вы понимаете, да, вся работа, она ищется через агентство. И вот наш агент в агентстве, то есть она привезла меня к себе домой. And that room is not big room, it's small room. И небольшая комната такая у нее в доме. So many people, there's no work there, and lie down like that. И куча людей, которые вот через это агентство устраиваются на работу, и просто там матрасы на полу навалены, и вот они все там ждут чего-то и как бы, ну, без работы. And I said, oh no, Lord, why am I here? Я, Господи, зачем я здесь? And then the agent come to me. И агент мой, она подошла ко мне. Do you want to work in Yakutsk? She Она говорит, хочешь asked. работать в Якутске? No, I want to work in Moscow. Я I говорю, не, said, я хочу работать в Москве. yes, Yakutsk is Moscow. Она говорит, да, это рядом, это Якутск, это Москва. Okay, I will go. Okay, I will buy your ticket. You will fly tomorrow. Она говорит, все, если это Москва, тогда да, я хочу там работать. Она говорит, все, я покупаю тебе билет, завтра летишь. My mistake. I did not even search the Google. Where is Yakutsk? И просто так получилось, у меня мысли не было взять там в гугле забить, да, что такое Якутск, где Якутск, зачем Якутск. Мне сказали, что это Москва. And then in short, I fly. И в общем я сажусь на самолет, лечу. Came to the airport of Yakutsk. И в аэропорту в Якутске. When I saw where am I, Lord? Когда я вышла, я такая, Господи, где я? Because I've been through the more than 20 years that stay in Hong Kong, 23 years. That И, I то есть до stay этого, in вы Hong представляете, ну, я жила в Гонконге 23 года, то есть это небоскребы, а я маленький такой. Then when I'm here, oh no, where is this? And then when I saw the road, oh no, so many mosquitoes, what is this? И, то есть когда я увидела все дороги и вообще все, что окружает, комары,
которых много-много. Господи, что вообще происходит? But the Lord bring me back into my prayer И Господь меня опять вел в молитву. because I prayed that Lord bring me wherever you want me to lead. Потому что молилась-то я как? Господи, приведи меня туда, где ты хочешь, чтобы я служила. And then, okay, Lord, I will not complain anymore. Я говорила, хорошо, Господи, я не буду жаловаться. And then I worked to the cleaning company. И сначала я работала в клининговой компании. And in there, maybe 1 month, I work in that cleaning company. Где-то около месяца я проработала. And then the boss said that you want to try into a work. What work is a nanny? Okay, I will try. И Then потом I мне said. предложили, не хочешь поработать няней? Говорит, няней, ну, можно попробовать. And then they brought me into the Kornatovskoba. И на улицу Курнатовского меня And вот then, привезли. but the first thing I step on that, I pray because in the Bible said the first you step you prayed to God. And I say when I first step there, I said I claim this family for Jesus. И я помню прекрасно этот момент, когда я вот переступала порог дома, как вот в Библии написано, что где благословите, да, будут благословены. Я сказала, что вот я переступила через порог, и я сказала, что я провозглашаю, что эта семья будет принадлежать Иисусу. Christian was very small that time. И Кристиан, он был тогда, ну, очень маленький. When they opened the door, I saw Christian. She is so happy. And when they give it to me, she come to me. But I don't know this baby, but she came to me. И он был маленький такой, и он был такой радостный, когда меня увидел. И вот просто мне показали, он сразу ко мне прибежал, как бы там, ну или передали, он ко мне, в общем, очень хорошо принял. While they are talking, Simeon, Marina, and talking with the agent in the kitchen, they И Семен с she Мариной, will они give me разговаривают с агентом Christian. на кухне. And when I get the first thing that Christian in my hand, I leave it to God and pray. И как только вот мне христиана дали в руки, я вот так его подняла и начала за него молиться, что, Господи, посвящаю этого ребенка Тебе. So I start to work there because they say it's only 1 week. И я начала там работать, и мне сказали, что всего неделю. Как бы, да, я вот начала работать у них няней. But after 1 week, they said, "Oh, you want to stay here? It's okay." But I worked there up to now. Ну и прошла неделя, и они сказали, может быть, ты у нас останешься, и, в общем, прошло 9 лет. There, in working in their family, it is not so easy. И работать в семье у них это не так легко. Why? Because Почему? Because of course, and I could say that it's not easy because in the other side is the grandma, and then Почему? Потому что там очень рядом там бабушка живет, как бы. When the Simeon and Marina is there, she came, and Maxim and Nastya, they are very small that time. И то есть и Максим, и Настя, они были еще маленькие, и бабушка приходит, и She every time they always go somewhere, and then the babushka came here, and always shout at me, and И каждый раз Семен с Мариной, они часто в командировке уезжают, и каждый раз, когда они уезжают, приходит бабушка, и она постоянно на меня кричит. she always do like that, and then Всегда мне пальцем грозит. I really want to quit. И я такая, я вот реально хочу бросить. I really want to quit. And it is not, especially when Maxim and Nastya, they always have dance competition, and they always go somewhere. And me and Christian stay home.
И Максим с Настей, они танцами занимались, вы знаете, и постоянно в разъездах, постоянно на соревнованиях, и постоянно все уезжают, родители там с ними. И я с Кристианом постоянно дома сижу. It was very scary for И me. очень страшно было для меня, ну, оставаться одной с маленьким ребенком. It is not been always easy for me. Then I said, То есть я is- хочу сказать, что, ну, my, не было так легко. my friends say, oh, get out from there. И друзья мне говорили, давай, все, выбирайся оттуда. But I said, because every Sunday we have a prayer, we have also a fellowship into the company. И просто каждое воскресенье вот в нашей компании, вот через агентство, кто вот, люди приехали, у нас появилось такое вот общение. Каждое воскресенье мы собирались, And we are praying. I don't know. And then I said, I don't know what to do. But Lord, I know that you will bring someone who share your word unto this family. I don't know how to share я молилась, your word. я говорила, что, Господи, я не знаю, как вообще начать, с чего, что делать, но Ты приведи кого-то, кто вот поделится с ними словом, кто будет благовествовать в эту семью. And what come into my mind И что пришло мне на ум, when, because Nastya is still playing, she is only 8 years old. и Насте где-то, ну, 8 лет на данный момент, она там вот играется в куколки, She has many friends, the girls. и у нее много друзей, другие девочки. And then when her friend came into the house, I say, what do you want? I will teach you how to sing a song. И в один день, когда много друзей у них собралось, я говорю, хотите, я научу вас петь? And she like that. Then Ну, yes, научу вам seems песню that, одну. Они такие, да. that is only what to come into my mind, that I will be their teacher and teach them how to pray and И teach them how to sing. то, что пришло мне на ум, это я могу научить детей молиться, и я могу их научить прославлять Бога, да, какие-то песни христианские петь. And then we did that when her friend came, and we sing a song, but I don't know if she knows some song, but maybe she forgot. Не знаю, может быть, она сейчас уже забыла, вот как-то пришли друзья, и мы, в общем, разучивали песню, разучили. Until one day is their testimony is coming. И в один день, да, как бы вот семья, она приезжает, When the family is get rough, something like some problem into the family. и, то есть, ну, когда в семье начали возникать проблемы, то есть возникали какие-то проблемы, And it is not always easy for me. I keep on praying for them every time because Lord send someone who can share your word unto this family. а я ничего сказать как бы не могу им напрямую, и вот просто хожу и молюсь, что, Господи, пошли кого-нибудь, кто, ну, вот будет говорить им слово. We prayed for that every time, for sending someone who can share your word unto them, that they may come unto you. That is my cry, that И я is my постоянно prayer. говорила, что, Господи, вот моя просьба к Тебе, вот пошли кого-то, чтобы они покаялись, чтобы они услышали истину, чтобы они узнали о Тебе. And then the time that the relationship is not good, И настали такие времена, когда, ну, отношения у Семена с Мариной, они были, ну, не очень хорошие. and separated И они for разъехались 1 month. на месяц, жили раздельно. And when the first day, because I don't understand what happened. И я по-русски не понимаю, я не понимаю, что происходит, да, то есть, ну, в точности. Only what I remember is we will bring Christian into the clinic. Я помню, что Me and Simeon bring Christian into the clinic, мы привезли Кристиана в больницу, я и And- Семен. and he bought so many bed sheet, and I don't know why he bought so many bed sheet. And after that, he's gone. I did not see him. И Семен что-то там кучу каких-то пеленок, простыней взял или что-то, и то есть раз и No, no more. He's already. все, и я Кристиана больше там не видел, то есть его какой-то, ну, где он остался, что произошло. And Nastya came to me crying, И ко мне приходит Настя, плачет, and Maxim. и Максим, And he старший, say, Nyanya, my papa is not here anymore. и говорит мне, няня, папа с нами больше не живет, He will not come here anymore. и он больше не приедет.
And I asked him, why? I don't know. Я спрашиваю, почему? Он говорит, я не знаю. And Nastya said, come, let us pray. Come, let us Я говорю, pray. давай вместе помолимся, давай помолимся. And then he called Maxim. And then each of us pray. Потом, And then, okay, let us pray. Позвала Максима и давай будем молиться, давай будем молиться. You say to me, if we pray, my papa come back. Then he И said. Настя говорит, что ты говорила, если мы будем молиться, папа вернется, папа вернется. So we prayed. First we pray at 9 o'clock. And 12 o'clock again we pray. И- And then again pray. И в 9 мы молились, потом 12 наступило, и мы опять молились. То есть, частые молитвы. If Maxim did not want, Nastya is crying. So he said, come here, we pray. I want my papa to come back. И то есть все вот такая вот ситуация, то есть слезы на глазах, я хочу, чтобы папа вернулся, давай молиться, давай молиться. So not only 3 times a day, 5 times a day, 6 times a day И we не pray. просто там 3 раза в день, мы там 5 раз в день молились, 6 раз в день молились. And when her mama called and she said, is Nastya okay? Then she said, I'm okay, but no, she is not okay. И Марина звонила, спрашивала, как там дети, как там Настя, все в порядке, все хорошо? Я говорю, да, все хорошо, но сама-то знаю, что вообще ничего не хорошо. I only want my papa here. Потому что I она говорит, want что my я хочу, papa. чтобы папа был рядом. How could we go to dance? How could we go to school? Only my papa feed us. My papa will change me, and my papa will bring me to school into that dance. I want my papa. Кто She said. будет меня в школу возить, кто меня на танцы будет возить, я хочу, чтобы меня папа возил. Ну, в общем, вот такое. My mama did not drive me to dance. My mama did not drive me to school. I only want my papa. И мама никогда не водила меня в школу, никогда не водила меня на танцы. Я хочу, чтобы это был папа, только папа меня возил. And what we did, because we don't have a car. If we buy a food, we have to walk to the Kulubok. 4 of us, Maxim, Nastya, and then I put into the Christian, I do that, and we walk. Every day we go and walk. И знаете, там магазин «Колобок» есть. Вот она про него говорит, что машины нету, у нас не было, и вот без машины, то есть я вот там 4 собирала, и мы вот туда, в «Колобок» ходили. And then when we come back, and then Nastya, where is my papa? Then I don't know. No, my papa called me, and she said she will come back. I don't want to go with you anymore. I want to wait my papa. И в один день она сказала, все, я знаю, что And then, я не хочу больше с тобой ходить туда, я знаю, что я хочу ходить с папой. And then until to make the story short, until they make up and Marina went to Korea. И, ну, вот, чтобы покороче все это сделать, вы знаете, вот Семен рассказывал, это как раз был тот момент, когда вот они расстались, и у Марины стало плохо, она полетела в Корею, и потом вот Семен туда прилетел. But what I do every day, I take photo Christian small, and then I send to Simeon. I talk to them and something like that, and then. Что я делаю? Я каждый день беру, фотографирую крестьяна маленького и отправляю фотографии Семену. I only wish then pray that she can. Of course, what I want is I always pray to God that make this family because it is your promise. Все время молюсь, говорю, Господи, позаботься об этой семье, потому что есть Твое обетование. But God is make His own way. Но у Бога был свой план. When they went to Korea, Вы знаете эту историю, то есть они поехали в when Корею, they came back, they say they are a Christian. они приезжают, возвращаются обратно, и они говорят, мы христиане. And when they said, I say, oh hallelujah, then we are, then they say to me, what? Then when I say hallelujah, yes, then I say, I am a Christian too, and I'm praying for you. And they То are есть so happy. они приезжают и говорят, мы христиане. Я кричу, аллилуйя, они на меня смотрят, в смысле, что происходит? Они говорят, я тоже верующая. And then the person, let's go, we will go to look for a church. Я говорю, что я всегда все это время молилась за вас. Я говорю, давайте пойдемте, мы, найдем здесь церковь. And this church is the nearest from the home. И так получилось, что мы здесь рядом живем вот с этим зданием, с этой церковью. And then Самое близкое к нашему when дому. we came up,
И первый раз, когда мы приехали, I saw there is an old man, the old woman praying in there. I и said, я увидела, как много пожилых людей, там мужчины, женщины, они молятся. and I said, and then when you're not a pastor that time, pastor yet. There is another one. И Андрей Манжусов, видимо, тогда как бы промежуток Yes. вот такой был. Он был And- пастором, Yeah, and then но жил в when Нерюнгри, помните, да? and that day, and then when I heard that there's someone speaking in tongues, И потом я услышала, что кто-то говорит на языках. I said, "This is the right church church for them." И мне прямо пришло на сердце, вот это правильная церковь для них. But we went to other church И все равно мы еще поездили по другим церквям, near the airport somewhere. где-то рядом там с аэропортом. But when we finished the church, we out where they asked me, Simeon, what church you want? And then I say, I want the first one. И когда меня потом Семен спрашивает, ну что, как думаешь, где понравилось, куда And all- нам ходить, она говорит, and мне all the понравилось первое. And all the children say, me too, me too, me too. And okay. И все me дети too. тоже, мне. Ну, в общем, так решилось. And that is why we came back here in И this вот почему church. мы начали ходить в эту церковь. And that it is all that is how I cannot do all that, but just because of the love of Christ. Но вы понимаете, что вот моя заслуга в этом, ну, она небольшая. Все, что я вот делала, это вот благодаря любви Христа. Because of course I want as I always told you that it's not so easy. Okay, it's good to look after the baby, is look after them, but if there's someone who always scold you, I said I am not worthy to be scolded by somebody. Because I said that why they need to talk me into a nice way, not to scold me. And that one I said, it's not always easy to work. But I want to go. I said, I want to go. Especially the time that when they are not in the house, the babushka come, one of the babushka come, and because of those problems, sometimes I encounter they slap me. И, как я уже говорила, было вообще нелегко. И так было часто, такие моменты наступали, когда я хотела бросить все, потому что когда вот приходила бабушка, Here. и Семена с Мариной нету, и она на меня кричала, и там шлепала меня. That time, Maxim and Nastya, they are not home. И They sleep in the Максима и other Насти ну, вот in не было Chachabika дома. house. And then I said they called after that they called the translator to come into the house. И в один день они ну, позвонили, привели переводчика, чтобы And он then- приехал домой. Because I think they will not understand me. And then Simeon don't know this story. И And then- я просто боялась, что они меня не поймут, что я не смогу объяснить. Я не знаю, Семен знает эту историю. Because I said when the babushka asked me for please don't say, and because I say that I will forgive you, and she say like that, the please don't say, and then when I say yes, I did not say to them. No, I will not say Бабушка that. меня шлепнула, и я хотела рассказать все семье. И она мне говорила, пожалуйста, не рассказывай, пожалуйста, не рассказывай. И хотя меня сильно подмывало, я потом сказала, хорошо, я не буду никому рассказывать. Because my mission is not done that time. Потому что моя миссия, она еще не закончилась на то время. My friend asked me to go out. What are you doing in that house? Somebody offer me more than what they offer me, the salary that И I мне have. там все друзья говорили, что ты там делаешь вообще, давай бросай все и уходи, то есть найдем тебе место лучше. But I said no, because I already forgive. And then when I say I forgive, if I will go out from this house, that means I will not forgive. Just because of that, because I said what I want, because my prayer is
I will brought them to Christ. И, а я уже сказала, я уже простила. Из-за того, что я сказала, что я уже простила. Если я уеду, то получается, что я не простила. А я уже сказала, что я простила. И я просто молюсь, и я просто потом вижу плоды того, что вот семья, она пришла ко Христу. Это вот из-за того решения, что я осталась. And then and His work. And praise God. И слава His word. Богу из-за Его слова. And I did not, because that time I did not, I don't want to go, or I don't want to leave them, because I said, Lord, my mission is not finished. И хотя мне было тяжело, я говорил: Господи, я понимаю, что моя миссия здесь, она еще не закончена. That is because of the love of God. И не потому, что я такая хорошая, но из-за любви Христа. And that until they are, and now they are already a Christian. I brought them, and then I know I am only the instrument of God, that they come Сейчас to know God. Эта семья, они верующие, но я знаю, что я – это просто инструмент в руках Божьих для того, чтобы привести, например, вот эту конкретную семью к Богу. And see, my mission is finished. И вот сейчас моя миссия здесь закончена. And glory to God, glory to God. И слава Because Богу всем. I don't know if this is my my first and last to speak with you, but Я не знаю, может быть, это первый и последний раз, когда я говорю перед вами. after living in Yakutsk, there's a lot of some good memories, bad memories. И, конечно, после 9 лет, прожитых в Якутске, есть очень много хороших воспоминаний, есть не очень хорошие воспоминания. But I thank God because Но я благодарю Бога, as His word, I can do all things through Christ who потому что, strengthened me. как написано в Его Слове, все могу в укрепляющем меня Христе. I might be I stay here for almost 5 years without visa. И я 5 лет жила, то есть нарушила как бы визовое это, да, жила без визы, без правильных бумаг. But I thank God is all because when I went to Moscow this time to make it legalized that I can go out to this country without any problem. И вот недавно я ездила в Москву, как бы молилась Богу, чтобы как-то вообще этот вопрос урегулировать, потому что я хотела уехать сама, спокойно, безо всяких проблем. And who knows, if I will apply another visa and will grant it, and I will come to see you again. И Бог, в общем, так все устроил, что весь этот вопрос, он решился, то есть все привели в соответствии с законодательством. Мне сейчас просто нужно выехать, и кто знает, может быть, я выеду и потом въеду обратно, то есть оформлю новую визу. If God put me here И Бог научил меня здесь to share His love and to делиться Его любовью с другими. I know that each one of you will use by God to bring people. Я знаю, что Бог использует каждого из вас для того, чтобы приводить людей. As long as we are willing. Пока ты не будешь этому сопротивляться, то есть до тех пор, пока ты будешь этого хотеть. I know it is not easy. И я знаю, что очень часто это нелегко. But as long as we are willing to use by God. Но до тех пор, пока у нас есть желание, чтобы Бог, Он использовал нас, как Он хочет, He will use you. Он будет использовать тебя. He will use you. Он будет использовать тебя. Go. Иди.
and share His love И делись Его любовью to those people that know Christ in their heart. с теми людьми, которые еще не знают Христа. How I wish to talk to you in a long, because that is only the part of the testimony, but the time is short, and И у нас, к сожалению, время ограничено. Это просто как бы только часть вообще свидетельства моего. thank you for let me share the И love спасибо of God большое, to что each and дали every мне one of you. поделиться. Вот. Слава Богу. Слава Богу. Вы знаете, самая хорошая проповедь – это свидетельство из личной жизни. Скажите. И жизнь, она зачастую такая, что ни в одном фильме ни один сценарист не придумает. То есть такие вещи бывают, происходят, да, просто удивительная история. Вот, не знаю, я просто уже слышал эту историю, и поэтому, ну, как-то мне тоже кажется, как-то не очень драматично как-то получилось, потому что, когда я первый раз услышал, я прям был впечатлен вообще. И знаете, когда такие вещи не происходят, вот, например, Марина просто, ну, она уже делилась, я думаю, ничего такого, если я скажу, как бы вот ей диагноз ставили, вот рассеянный склероз. Просто вот рассеянный склероз, если кто знает, ну, как она говорит, что я, говорит, думал, там, БАДы попью, витамин С там, и нормально как бы все. А потом, когда начала листать, что это такое, то есть, ну, это, знаете, это аутоиммунное заболевание, когда организм уничтожает клетки головного мозга. И то есть, ну, наступает слабоумие, в конце концов, деменция и так далее. Человек, ну, там по-разному, 3, 5, 10 лет может человек прожить, но конечный итог, и оно не лечится вообще никак. И как она говорила, что самое страшное для меня было в том, что я понимаю, что дети меня увидят, ну, вот, слабоумный. То есть это, ну, ни одна мать, наверное, такого не захочет. Как бы, да. И когда она получила вот исцеление, и когда вот это свидетельство, знаете, я думаю, многие люди могут потом говорить, да, случайность, все там это, но когда ты получил вот это, и когда вот такие вещи происходят, и когда ты потом домой приезжаешь, там, оказывается, человек все это время молился за тебя и читал Библию твоим детям. Вот, кстати, тоже, да, вот, представьте. Ну, ладно. Слава Богу, в общем, за все. Давайте еще раз поаплодируем. Классное свидетельство. Такая у нас нестандартная проповедь получилась, да? Но дорогого стоит. Слава Богу. У нас есть также немаловажная часть служения. Это причастие, которое мы будем принимать теперь, ну, стараться, по крайней мере, есть такое на сердце, каждую неделю. И вы знаете, это на самом деле желание было у меня давно. Вот как-то Бог, Он побуждает, чтобы церковь, она... Я как-то больше, вот, что мы провозглашаем, что мы тело, что мы соединяемся вместе, что мы соединяемся со Христом. Но Бог мне показал, вы знаете, в том числе, вот для чего сейчас это также важно. Знаете, когда вот все кругом болеют, и вот это вот все вот вообще происходит, вы знаете, в том числе причастие, мы что показываем? Что мы принадлежим Ему, Его телу. А Он что? Он победил всякую болезнь. Вы знаете, в том числе причастие, это мы провозглашаем победу Христа на кресте, мы провозглашаем победу над всеми болезнями. Поэтому болеете, будем принимать. У нас стаканчики для всех одноразовые, отдельные. Как бы, да, мы не с одного этого пьем. Вот, но разлито все с одного. И вы понимаете, да, как бы вообще весь символизм и для чего мы это делаем. Давайте мы будем принимать это таким же образом. Вы помните, мы сейчас помолимся, осветим это, благословим. Потом каждый подойдет, возьмет себе стаканчик, возьмет себе хлеб. Мы вернемся на места, разобьемся по несколько человек. 5 человек сделайте. И желательно, ну, у нас никто не должен остаться один. Хорошо? И желательно, если это будут люди, даже, может быть, кого вы не знаете. Я, наоборот, вас ободряю. Чтобы мы таким образом узнавали друг друга, узнавали новых людей. Потому что если ты постоянно
с кем-то с одним, и ты улыбаешься ему, и ты приветлив к нему. Ну, у нас не такая большая церковь на самом деле еще, знаете. И в этом есть привилегия, что мы можем устанавливать какие-то личные отношения, знать друг друга. Аминь. Поэтому давайте мы сейчас будем это делать, мы вернемся, и потом в группе каждый, обязательно тоже условие, пусть каждый он чем-нибудь поделится. Что вообще происходит, если вы уже знаете человека? Если не знаете, то познакомьтесь, пусть расскажет о чем-то. Помолитесь, благословите, пообщаемся, хорошо? И пойдем вниз после. Все, давайте поднимемся. Пожертвование еще, точно. Да, давайте мы пожертвования, наверное, до причастия, чтобы... Слава Богу за вас, что вы помните про такие эти... Вы заметили, у нас панели появились? Ну да, они не только красивые, у них другая вообще функционал. И я думал, что делать только на сцене. Сейчас просто, мне кажется, Бог побуждает. Будем делать, наверное, вообще на весь зал. Строители вчера не успели. Мы перенесли вот там, видите, вот такая вот штучка, вот, ферма световая, вот как здесь, вдоль стены. Я понимаю, что это незаметно, но ее перенесли вчера на 10 сантиметров. То есть вот один человек вчера с часу до 9 ползал там под потолком и переносил ее. То есть там вот каждая штучка, видите, вот каждое крепление, там по 16 саморезов. Ну, сделали добротно. Вот вчера они их выкручивали и переносили на 10 сантиметров. И все на меня так смотрели и спрашивали, точно надо вообще вот на 10 сантиметров переносить? Может так оставить? Ну, как бы пусть висит. Ну, знаете, работу должен делать профессионал. Вот у нас приходил художник по свету и сказал, что у нас световые приборы туда не войдут, вот там маловато. И на следующей неделе у нас должен выйти электрик, который подведет сюда свет. Ну, электричество, то есть имеется в виду. Вот. И молитесь, потому что он тоже болеет. Он говорит, позвони в понедельник. Не знаю, смогу выйти или нет. Вот. Если выйдет, мы там уже и лампочки закажем, в смысле приборы световые. Вот. И слава в славу будет преображаться, и у нас не будет уже, может быть, такого резкого. Вы будете так хорошо видеть, все такие приятные будут на сцене, в отличие от сейчас. Хорошо, пусть Господь благословит каждого, вы знаете, если вы первый раз в церкви, вы не знаете, зачем и почему и что, вообще не переживайте, ну, доброохотно дающего любит Бог, но церковь живет на пожертвования, потому что, ну, за чей счет праздник? Знаете, как это, пример давно приводил такой, как это, в одной церкви, ну, пришел тоже человек и спрашивает, слушай, ну вот вы же говорите, что вот Евангелие, оно бесплатно. Бесплатно? Бесплатно. А чего вы деньги собираете? И знаете, как пастор ответил, говорит, что ну ты вот в квартире живешь, когда вот вода в лени, она тоже бесплатна. Иди и пей. А если ты хочешь, чтобы она у тебя из крана бежала, а еще и горячая, ну, надо водоканалу заплатить. Ну, вы понимаете, что кто-то за это платит, кто-то оплачивает работу насосов и так далее. И, то есть у нас здесь тепло и хорошо. То есть, как вот Солидат говорила, у нас в парке вообще не вариант. Как бы я бы не хотел. Знаете, я думаю, что Бог, Он достоин большего, и мы достойны большего. Потому что мы Его дети. Приятно сидеть в тепле, с хорошим звуком, да, иметь общение и никуда не торопиться, и нас никто не гонит. Аминь. Не вставайте, я коротко помолюсь сначала за вас, потом мы благословим это и будем принимать причастие. Господи, я благодарю Тебя за каждого человека, который когда-либо хоть что-то давал, хоть 1 рубль, Господи. Благослови обильно просто. Господи, чтобы вера, она возрастала. Я прошу Тебя, Господь, чтобы то слово, которое написано, что не будете никому ничего должны, кроме взаимной любви, оно будет реальностью в жизни нашей церкви. Господь, научи каждого жить по средствам, благословляй, Господи, и я прошу Тебя, чтобы был достаток вообще во всем. Была мудрость распоряжаться деньгами, была мудрость не залазить в долги, рассчитаться со всем, Господи, и быть щедрым, Господь. Пусть у каждого будет возможность благословлять кого-то, давать на Твою работу. Пусть будет так. И весь Божий народ сказал. Аминь. Давайте мы поднимемся. Давайте мы осветим этот сок, этот хлеб. Господи, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса. Благодарим Тебя, что Ты отдал Его за нас. Прямо сейчас мы освящаем этот хлеб, преломляя его и говорю, что Господь, это тело Твое,
которое было ломимо за нас. И мы освящаем этот сок и говорим, что это кровь Твоя, Иисус, которая была пролита за нас. Мы принимаем это все с благодарностью, вспоминая о Тебе. И мы провозглашаем победу над грехом, победу над болезнями во имя Иисуса Христа. И весь Божий народ сказал аминь. Все, и давайте также с этой стороны выходить и потом возвращаться. И можно сразу будет разбиться.